В декабре 1994-го Калмыков, оставаясь верным своим нравственным принципам, был единственным членом Совета Безопасности, выступившим против ввода войск в Чечню. В знак протеста против начала военной кампании Юрий Калмыков ушел в отставку с поста министра юстиции. Мало кто знает о не менее значимом факте из биографии Юрия Калмыкова. После того, как Юрий Хамзатович оставил пост министра юстиции, он не остановился на этом и как профессиональный юрист сделал следующий шаг. Обратился за разъяснениями в Конституционный суд России, считая, что указ президента Ельцина о вводе войск в Чеченскую республику был незаконным. Да, глава государства, он гарант прав и свобод наших граждан. Да, он обязан обеспечивать целостность и сохранность, территориальную целостность и сохранность и суверенитет Российской Федерации. Да, нормы Конституции – это нормы прямого действия, но извините, скажите, что обеспечением территориальной целостности занимается только президент, этим занимается правительство, федеральное собрание, иногда вторгается в эту сферу Конституционный суд, и Верховный суд, и судебные органы. Так вы мне объясните, можно ли на основании только статьи 80 решать эту проблему? Так мы придем к диктатуре, мы придем к самовластию, мы придем к тому, когда человек один будет толковать понятие обеспечения территориальной целостности так, как ему заблагорассудится.